Сегодня будем готовить беш, настоящий казахский. Как видите, мясо у меня долго варится. Это он у меня варится 3-й час. Уже видите, жир весь вышел. Вот пленка из жира образовалась. Здесь у меня ребра, затем бараний курдюк я положила. Как сварится мясо, кладем лук, 2 головки. Затем варим его 2-3 часа, пока весь жир вот так вот не выйдет. Затем я сюда положила болгарский перец, 2-3. Потом, видите, картошку уже, как она у меня сварилась. У меня 3-й час она варится. И морковку. И варим дальше. Тем больше будет вариться мясо, тем оно будет сочнее и даст очень много жира. Получается, вот эту вот пленку с жиром я сниму уже и добавлю в подливку, где у меня будет лук. Сверху я добавлю вот этот вот жир с этим, как его, с супом, вот этот вот, который здесь у меня будет вариться. Чуть-чуть. Я дальше покажу, как это все готовится. Я налила 500 миллиграмм воды, сверху добавила 1 столовую ложку соли. Теперь добавляю муку высшего сорта. Тесто обычное, как на манты, месим. Где-то 600-700 грамм сюда уйдет. Тесто обычное, которое делаем на манты, на пельмени. Мое тесто уже готово. Оно, видите, не слишком мягкое и не слишком твердое получилось. Можете добавить яйцо одну штуку. Я не добавляю. Мне так нравится. Оставляю его на 40 минут. После буду делать еще раз админку, чтобы тесто у нас было эластичное. Сейчас оно, видите, не прям так уж эластичное у нас вышло. После оно отдохнет. Потом админку сделаем. Оно у нас будет однотонное и гладкое тесто должно выйти. Для этого оно должно отдохнуть, девочки. Я забыла заснять, как мое тесто отдохнуло. Я его дала админку 1 раз. Видите, какое оно у меня получилось эластичное. И вот, видите, как оно хорошо поддается. Сейчас оставлю еще раз на 20 минут. После этого будем раскатывать его. Я буду раскатывать только одно, потому что не хватит одного. А второй я раскатаю и отправлю уже готовое раскатанное тесто. Соберу и отправлю в морозилку. Уже будет готовое тесто к следующему разу. Сейчас тоже прикрываю и оставляю на 20 минут, чтобы оно пришло в себя. Закрываю и оставляю. Девочки, мое мясо сварилось, как я узнала. Оно уже, видите, от косточек уже мясо отстает, значит уже готово. Я его сняла. Это называется джиликмай. Видите? Он, наверное, весь отдался в суп. И здесь, видите, картошку и морковку тоже сняла. Видите, морковку уже как готова. Это курдючный жир, точнее. Все, вот это вот всего нам хватит. Сейчас прикрою, пока у меня все там не готово. Как раскатаю тесто. Сейчас сделаю подливку. Жир сниму, который сверху образовался этого супа. И добавлю сверху лука это все. Это 1 раз нужно закипятить. И все готово. Отстаиваем это все. И дальше приступаем к тесту. Вот так вот полукольцами лук режем. Добавляем, ставим сотейник. Сверху собираем масло, которое у нас вышло. И все. Вот, девочки, я собрала жир с этим. Сразу берете с супом вместе, чтобы лук в нем утопал. Все, я буду раскатывать свое тесто. Обильно нужно мукой. И вот так нужно обмять. Дать круглую форму. Я буду раскатывать ее в круглую форму, девочки. Обычное тесто будет круглое, большое, как нам. Все, мое тесто готово, девочки. Смотрите, какое оно тонкое у меня получилось. Я люблю, когда тесто тонкое. И вообще нужно готовить с тонким тестом. Везде по-разному готовят. Видите, какое оно у меня круглое и огромное получилось. Сейчас будем... У меня поставила воду сверху.
того, что у меня суп остался, сверху налила кипяток. Оно должно закипеть. Пробуем на соль. Если мало соли, нужно добавить, а то тесто развалится. Вот так вот разделила. Сейчас тесто у меня готово. И воду я закипятила. Сейчас будем класть уже в горячую воду их готовое тесто. Вот так вот я все положила. Один раз нужно перемешать, чтобы оно все не слиплось там снизу. Сейчас нужно, как закипеть, нужно попробовать на соль. Если много соли, нужно добавить в холодную воду, когда тесто уже будем вылавливать. Все, готово. Все, вот видите, сверху выливаем наш жир, который мы сварили с луком. А лук будем класть сверху мясо. Все, я выложила все. Сейчас сверху вот так вот лучком посыплю. И можно есть. Обязательно приготовьте. Это очень-очень вкусно. Прям вот так вот по краям нужно выставить лук. Так будет вкуснее с луком есть.